Врачи сегодня без преувеличения национальные герои. Люди, которые самоотверженно стоят на передовой, рискуя своим здоровьем, отчаянно спасают жизни других. Как непросто бороться с новым неизученным вирусом, от которого еще нет конкретного лечения и вакцины, знают только они. К тому же вынуждены проводить круглые сутки не в самых комфортных противочумных костюмах, массивных очках и масках, в которых тяжело дышать, а после небольшого перерыва вновь облачаться в них же. Сегодня врачи как и никогда нуждаются в помощи от общества. Десятки неравнодушных наших земляков стараются поддержать медиков различными средствами защиты, препаратами, оборудованием. Так, накануне вечером прибыла помощь от мецената Ахмеда Паланкоева на сумму более 3 миллионов рублей. Среди них 2 ультразвуковых аппарата высокого качества, дезинфицирующие средства, большое количество лекарственных препаратов, которые необходимы для лечения COVID-19. Это большая такая помощь для нас, она своевременная помощь. Мы приносим слова благодарности, особенно вот в это время нам сейчас очень тяжело, когда идет расход лекарств, расход материалов, больных пока еще много. И, конечно же, такая помощь, она неоценима. Не безучастной осталась и транспортная компания, которая доставила помощь от Ахмеда Паланкоева. Ребята, которые привезли этот груз, транспортная компания, они бесплатно это все сделали, даже не получили плату за перевозку всех этих лекарств, всех этих средств. Им тоже отдельная благодарность. А таксопарк «Нарт» взял на себя задачу бесплатно и с комфортом доставлять врачей, которые работают с инфекционными больными. Водители развозят медицинских работников согласно списку, который предоставил Минздрав Ингушетии. По возможности мы, конечно, будем перевозить и других врачей, которые не попали в эти списки. Хотел бы обратиться к нашим врачам еще раз. Вы сегодня на передовой стоите, и весь удар сегодня он идет на вас. В период пандемии свою помощь ингушским врачам предложила и экохимчистка «Кристалл». Работники бесплатно производят очистку медицинских халатов и комбинезонов медиков, контактирующих с больными COVID-19. При обработке униформы соблюдается уровень применения особых мер, предписанных правительством страны. Одежда врачей сейчас уже в это время, как только вот началось, мы эти вещи 3 дня не дотрагиваемся. После 3 дней мы ее помещаем сюда. Здесь происходит химическая чистка. После этого мы переходим вот сюда. Здесь она у нас отпаривается, потому что здесь дает очень сильный пар. Пар где-то 150 градусов. Вот здесь. Вот мы одеваем. Просто с утра пар не поднялся, и она тут уже отпаривается. Ранее гуманитарную помощь в размере 17 миллионов врачам Назрановской городской больницы отправил сенатор Билан Хамчиев. Это 3 аппарата ИВЛ, противочумные костюмы, респираторы и большое количество других средств индивидуальной защиты. А владелец гостиницы «Аса», бизнесмен Руслан Магушков, предоставил номера отеля для размещения медиков, контактирующих с зараженными коронавирусом. Предприниматель Магомед Муталиев предоставил помещение площадью несколько тысяч квадратных метров для больных, также ежедневно отправляет бесплатно специально приготовленный бездрожжевой хлеб в республиканскую клиническую больницу для врачей и пациентов. Меценат Алаудин Парчиев предоставил медучреждениям около 30 тысяч средств защиты: маски, перчатки, антисептики, противочумные костюмы. И таких ингушей, объединяющихся против общего врага, с каждым днем все больше. Мы получили от Алихана Чичоева продукты питания. Это 100 килограммов мяса, 100 кур, картошка, лук. Также мы получили питьевую воду от завода Ачулуки. Также нам помощь оказал фонд Тешем. Они нам прислали временное пользование до окончания этой пандемии с коронавирусом, временное пользование морозильник, потому что у нас не хватало морозильной камеры для того, чтобы мы хранили это мясо, которое поступает гуманитарно. Также мы получили от фонда Тешема жидкое мыло. В размере 50 тысяч рублей нам помощь оказал Альберт Галаев. Зязиков Тухан нам привез 350 штук респираторов. Благодарность всем, кто участвует
в оказании такой помощи республике. Тот, у кого болит душа за нашу республику. И в Москве тоже есть вот ребята, только что мы говорили, и Танзила Тангиева, и многие другие ребята, которые на самом деле, они очень переживают за нас и делают все, что могут, оказывают нам помощь. И как бесплатно лекарства присылают, как гуманитарную помощь присылают, также и помогают нам в тех случаях, когда нам необходимо найти фирму для закупки каких-то средств. В такой непростой период важна не только материальная помощь, но и моральная. По всему миру люди запускают флешмобы в поддержку врачей. Не остались в стороне и юные жители Ингушетии. Так, в социальных сетях запустили различные эстафеты в благодарность медикам. Самый прекрасный в мире наряд. Белая шапочка, белый халат. Спасибо тем, кто клятву дал, не навредить. Спасибо тем, кто не устал больных лечить. Пока наши земляки всячески пытаются поддержать, врачи продолжают достойно исполнять свой профессиональный долг. В борьбе с пресловутым вирусом помочь медикам может каждый из нас. А именно, не становиться причиной распространения COVID-19 и не усугублять статистику зараженных и умерших. Их количество каждый день увеличивается, больницы заполняются. Тем не менее, врачи нас в беде не бросают и не нарушают клятву Гиппократа. Так давайте и мы встанем вместе с ними в одни ряды против пандемии. А все, что для этого требуется – оставаться дома. Я хочу вам сказать большое спасибо за все. Не болейте, берегите себя. Я пока что остаюсь дома. Диана Дударова, Новости 24.